Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать выкройку, как сделать для таджикских национальных платьев кокетка. Кокетка имеет два вида, как вы видите, но кроится она одно и то же. То есть одна выкройка и две разные модели кокеток у нас может получиться. Это само построение. Для этого нам понадобится, смотрите внимательно, это ширина переда, как вы видите, длина проймы, ширина спинки, это для спинки, когда мы будем моделировать, потом плечо, потом для нам нужна обхват шеи, то есть глубина, потом глубина горловины, сколько нам нужно, и ширина. Ну так, начнем. Смотрите, я взяла вот такую вот бумагу, и сейчас на этой бумаге буду чертить саму выкройку. Будьте внимательны. Смотрите, надеюсь, вам понравится. Будет все ясно и понятно. У меня есть вот такая линейка. Она и масштабная. Я очень люблю такой железный пользоваться. Итак, как я сказала, сначала нам нужна ширина переда. Ширина переда это 32 сантиметра. Делим на 2. Получаем 16. Берем 16 сантиметров. Проводим вот такую вот линию. Слегка. Я эту линию делаю карандашом, а потом выведу это на ручке, чтобы было вам видно. Потом мы берем ширину. 4 сантиметра. Это у нас углубление. Сейчас вы увидите. И 4 сантиметров у нас будет ширина нашей кокетки. Как построить такую кокетку, я вам сейчас покажу. Это, я не знаю, моя личная методика или нет, но как я сама делаю, так вам и показываю. Для удобства. Вот начертили мы вот эти две линии, поставили вот такую вот точку. Это углубление, а это ширина нашей кокетки. Углубление у нас 4 сантиметра и ширина тоже 4 сантиметра. Значит, также здесь проводим, ставим то есть точку по 4 сантиметра. Так, вот так. И у меня есть вот такое лекало. Я не знаю, как про лекало. Ну, я вот этим пользуюсь. Очень удобно. Смотрите. И провожу вот так вот линию. Ой. Выскользнула. И от этого тоже до этой точки. Вот так. Это наша передняя. То есть вот эта часть нижняя кокетки. Думаю, вам понятно, да? Видно? Надеюсь. Я сейчас это выведу ручкой. Извиняюсь. Повторю четко линию, чтобы вам было видно. Вот эта линия переда. Теперь отсюда
оставшуюся часть. Сколько у нас тут осталось? Так, здесь у нас 10 сантиметров. Вот это и у нас будет 14. 14 берем на 1,5 сантиметра ниже. Так, как узнать нам ширину нашей горловины? То есть обхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 сантиметров. Полуобхват это значит 20. 20 на 3 это 6 и с чем-то. Но мы сделаем 7. 7 сантиметров. Ставим точку. Смотрите, ширина плеча у нас 9 сантиметров. Здесь горловина у нас 7, потому что, как я вам сказала, полуобхват шеи делим на 3, прибавляем 0,5 сантиметров. У меня вышло 7 сантиметров. Теперь я начертила такую вспомогательную линию, и этим мне нужно как-то зафиксировать вот эту прямую. То есть мы вот это визуально делим на 2. Ну вот отсюда. Отступаем 1 сантиметр. И по вот этой линии проводим такую вот линию вспомогательную. У нас вот получается. Смотрите, я сейчас это... Можно даже вот здесь тоже закруглить. Вот так вот, например. Не очень-то глубоко. Вот так. Надеюсь, вам видно, да? Я сейчас это вырежу. Одно такое мое первое видео, которое я создаю в выкройке. Поэтому немножечко то ли у меня что-то теряется, то ли неправильно говорю. Но со временем все, надеюсь, улучшится. И качество видео, и качество обучения. Я немножечко отдалилась от линии, чтобы вам было видно, что я именно вырезаю. Ну вот так. Смотрите. Такая вот выкройка у нас получилась. Если я вам сейчас покажу, как можно это смоделировать на 2 вида. Я сейчас подготовлю, то есть вот у нас выкройка. Как мы видим, это, конечно же, наполовинку. Я вам сейчас ее в полном объеме даже могу показать, потому что я сейчас ее вырежу в полном объеме в другую бумагу. Смотрите. Вот как она сейчас лежит, это по второй модели получается у нас. Вот видите? Как у нас вот, сейчас даже начерчу половинку. Вот. Это половинка. Видно? Хорошо, надеюсь. Это половинка. Но если мы хотим сделать по второй модели, то есть по первой, конечно, нам нужно ее изменить немножечко. Вот здесь нужно округлить. Вот здесь немножечко вот так округляем. Я ее вырезать не буду,
просто делаю такой изгиб, потому что сейчас мне эта выкроечка немножечко нужна. Ну, суть вы поняли. И ее накладывают поверх, когда шьют. Вот так вот. Сейчас, секундочку, подождите. Я вырежу это в раскрытом показе. Покажу, как у нас получится. Вот смотрите. Я здесь сделала обводку. И сейчас вырежу, вам покажу, как получится. Только говорю заранее, что здесь нету припусков на швы. То есть вы добавляете по 1 сантиметру. На припуск. Такая вот. Вот такая у нас выкройка получилась. Это вторая модель. Я поделю и сделаю первую модель. То есть смотрите, как она выглядит. Видно? Вторая модель. Вот. Выглядит так. Сейчас попробую нарисовать первую модель. Она вот так идет вот на закругление. Вот так вот. Надеюсь, все понятно. Я сейчас это вырежу. Одну сторонку только, потому что это другая модель, и это другая модель. Это накладывается вперед. Вот так вот, как вы видите. А это под нижние кокетки вшивается. Надеюсь, понятно. Сейчас попробую вам показать заднюю часть нашей кокетки. Как видите, у меня вот такая вот бумажечка осталась. Я сейчас попробую вырезать из нее заднюю часть кокетки. Делаем так вот. Видите? Надеюсь. Накладываю, то есть бумагу. Ставлю точечки. И вот сюда поставлю. Больше никаких точек нам не понадобится. Проводим линию плеча. Смотрите. Вот здесь на 3 сантиметра. Даже могу начертить эти 3 сантиметра. Ну вот 1, 2, вот 3. От этой точки идем вверх. Эти скубления прямые. Оно вот так вот получается, потому что, вы знаете, точно по первой, которая у нас была нарисована выкройка, есть линия горловины, есть линия плеча. И здесь ширину
задней кокетки я хотела сделать не 4 сантиметра, как у нас предыдущее было, а сделаем немножечко больше. То есть, ну, 5 возьмем. Проводим тоже такую же линию. Линии могут быть разные. Я в основном делаю как хочу. Я вам просто сейчас показываю метод, а потом делать шире, уже. Это уже на ваше усмотрение, какой вы сами захотите. Вот получается задняя спинка. И вот это у нас передняя. Смотрите, шов на шов. Прям выкладывается само по себе. Уже видно, да? Что может выйти из этого. Потому что сейчас никто широкую кокетку уже не одевает, в принципе. Поэтому сделала я немножечко ее уже, чем надо. В принципе, вот такая вот кокеточка у нас получается. Я вам показала метод о том, как ее выкроить. Сначала выкраиваем на бумагу или кальку, как говорят, а потом уже наносим на ткань. Только не забывайте про припуски на швы. Берите размеры свои, которые... Я сейчас вам повторю, какие размеры именно вам понадобятся. Это ширина переда, ширина спинки, по пройме углубление, потом длина плеча, глубина горловины и ширина горловины. Но для того, чтобы узнать ширину горловины, нам нужно, дорогие друзья, хочу повторить вам, как именно выкроить. Это у нас получилось по второй модели, как вы видите. Здесь не учтены припуски на швы. То есть везде нужно добавлять по 1 сантиметру вниз. И вот это, так как это отдельная деталь, такая вот отдельная деталь, поэтому тут тоже нужно учесть припуск на шов. Для этого нам понадобятся вот такие вот мерки. Я вам повторю. Это ширина переда, ширина спинки по пройме. Ширина переда это спереди. Ширина спинки тоже так же, только со спинки вы меряете. Это понадобится для задней кокетки, для вот такой вот задней кокетки. Потом по пройме, то есть отсюда до сюда измеряете. Потом плечо. Измеряете плечо. Тут 9 сантиметров у нас. Потом глубина горловины. Глубина это насколько вы хотите открыться. Ширина горловины. Ширина горловины тоже так же, только здесь есть немножечко формула, то что полуобхват шеи нужно делить на 3 и добавить 0,5 сантиметров. И вы здесь увидите по формуле, сколько нужно взять ширину горловины. Всем спасибо за внимание. В следующий раз, надеюсь, сниму видео немножечко поинтереснее, так как это только мое первое видео. Надеюсь, все вам понравилось, все было ясно, понятно. Если что непонятно, пишите. Надеюсь, отвечу на ваши вопросы.
Ну все, всем пока, оставайтесь на моем канале. Скоро выйдет новое видео по другому методу кроя наших национальных кокеток для таджикских платьев. Это не только для таджикских, но и для узбекских, казахских, ну, кому хочется, так как эта кокетка индивидуальная, подходит на всякие разновидности нарядов. Всем спасибо за внимание еще раз. Пока-пока.